Я работаю в полиции уже 20 лет. В своей деятельности видела всякое и думала, что удивить меня уже сложно. Но информация о том, для чего и в каких масштабах воруют детей, меня шокировала. Я мать двоих детей. Я не могу остаться в стороне и быть равнодушной, когда тема касается детей. И неважно, мои это дети или нет. Каждый родитель хочет быть уверен в безопасности своего ребенка и спокойно, без страха отпускать его на улицу, в школу, на тренировку. Без страха за то, что его могут украсть, что с ним могут сделать нехорошие вещи, убить или причинить вред здоровью, и что больше никогда мать не увидит своего ребенка. Правда в том, что дети не просто исчезают. С ними потом случаются трагические, очень плохие вещи. Просто об этом думать никто не хочет. Страшно представлять даже. А я вам говорю, представьте. Попробуйте, заставьте себя представить эти картины. Что делают с детьми педофилы? Что переживает ребенок, когда он попадает в трудовое рабство, в сексуальное рабство, на производство детской порнографии, или когда его разделывают, как консерву на органы. А ведь даже педофилия – это не самое страшное, что может случиться с вашим ребенком, если он пропал без вести. Ритуальные жертвоприношения, производство дорогостоящего вещества, которое добывается из тел детей путем пыток и продолжительных мучений. Не так давно в сеть попали документы одной корпорации, которая заявляет, что занимается производством некоего вещества из живых детей. Согласно всплывшей информации, с одного ребенка они могут производить большое количество этого препарата. В итоге они имеют прибыль в 5 миллионов. Представьте, это только с одного ребенка. Это огромный бизнес. Это выгоднее, чем торговля оружием, органами или наркотиками. Эту информацию вы можете сами найти в сети интернет. По сути, это информация о возможно тяжких преступлениях, которые требуют внимательного изучения, перепроверки и соответствующей реакции компетентных органов. Имея данные только по своей стране, я ранее считала, что детей пропадает не так уж много. Но, изучив европейскую и мировую статистику, я поняла, насколько я ошибалась. Только по официальным данным, около 250 тысяч детей ежегодно объявляются пропавшими без вести в Европе. Сейчас мир очень нестабилен. Любой военный конфликт, климатическое бедствие и многое другое сопровождаются хаосом и беспорядками, где никто ничего не может контролировать, а также проследить. В таких ситуациях исчезает масса детей. Сейчас вскрываются целые схемы, в которых даже в цивилизованных государствах, таких как в Испании, были втянуты врачи, медсестры роддомов, монахини, которые занимались тайным изъятием детей у родителей. Часто такую пропажу детей никто даже не засчитывает как воровство, потому что родителям говорят, например, что ребенок погиб. К таким схемам относятся усыновление, суррогатное материнство с целью дальнейшей продажи ребенка, хищение детей, оставленных вследствие анонимного отказа матери от ребенка. Такие случаи также не попадают в статистику пропажи детей. Даже посреди белого дня в мирное время воруют детей прямо с улиц, с колясок. И правда в том, что никто не защищен, никто не застрахован, поэтому важно поднимать эту проблему в обществе. Никто не даст вам гарантии, что это не случится с вашим ребенком. Думаете, кто-то постоит за вашего ребенка? Кто-то защитит его? И самый главный вопрос: а вы являетесь тем человеком? Вы постоите за чужого ребенка? Вы защитите его? Никто не защитит наших детей, кроме нас самих. Что же каждый из нас может сделать, чтобы предотвратить беду? Приведу несколько основных рекомендаций. Первое. Необходимо
обучить ребенка основным правилам и мерам безопасности. Что нужно делать, чтобы он не потерялся, его не похитили, чтобы он знал, как действовать в различных ситуациях, если внезапно оказался без родителей. Помните, что дети доверчивые. В 90% случаев, как бы их ни учили не разговаривать и не уходить с незнакомцами, ребенок все равно уйдет и заговорит с незнакомцем. В мультфильмах рисуют образ, что злодей он страшный, и сразу видно, что он злодей. Но как раз детей воруют те, кто имеет располагающую внешность. Они могут заманивать ребенка домашним животным. Это, к примеру, может быть молодой человек или девушка, выгуливающая свою собачку возле детской площадки. И ребенок за ним пойдет, чтобы поиграть с этой собачкой. Ребенку нужно объяснить, что нельзя ни с кем никуда идти, ни под каким предлогом. И очень важно периодически повторять с ним эту информацию. Помните, что ребенка не нужно запугивать, а стараться ему просто пояснить, как действовать, и, возможно, даже порепетировать с ним определенную ситуацию в игровой форме. Здорово, если в вашей семье есть кодовая фраза, ну а если нет, то стоит ее придумать. Это пригодится в том случае, если вдруг вы попросите знакомого забрать ребенка, например, из школы или из садика. Конечно, ребенок должен потребовать назвать кодовую фразу или кодовое слово. При этом обязательно родителям стоит предупредить ребенка, что его заберет незнакомый человек. Кодовое слово или фраза может также пригодиться в тех случаях, когда ребенку нужно сообщить вам, что он находится в опасности. Еще одна возможная ситуация, которая может произойти. Например, если на улице происходит какой-то конфликт взрослого с ребенком, и у вас есть подозрение, что ребенка похищают, например, вы видите, его тянут за руку, разговаривают на повышенных тонах, ребенок плачет, а его пытаются куда-то увезти. Что нужно сделать? Первое. Подойти, соблюдая дистанцию, чуть больше вытянутой руки. Этого расстояния достаточно, чтобы вас хорошо было слышно и вы не выглядели как угроза. Второе. Включить камеру на телефоне и записывать происходящее. Это может потом пригодиться для поисков ребенка и потенциального преступника. Четко, ясно и громко спросить: «Это ваш ребенок?» Громкая речь привлекает внимание прохожих. Третье, что вы можете сделать, это уточнить у ребенка, нужна ли ему помощь, знает ли он этого человека. Если ребенок находится в оцепенении, громкие и четкие вопросы могут помочь его вывести из этого состояния. Следующий шаг, который вы можете сделать в данной ситуации: если у вас возникают подозрения, что ребенка хотят похитить, вызывайте полицию. Не бойтесь вмешиваться в ситуацию, потому что любой разговор с возможным преступником может заставить его отказаться от задуманного и привлечь к преступнику ненужное ему внимание. В любом случае, если ситуация кажется вам странной, обратитесь в полицию. Не обязательно даже разговаривать с человеком, который показался вам подозрительным. Можно отойти за угол и позвонить в полицию. Следующая возможная ситуация. Вы стали свидетелем похищения ребенка. В данном случае не оставайтесь равнодушными и не проходите мимо. Чужих детей не бывает. Обратите внимание других взрослых людей, которые находятся рядом, на происходящее. Кричите громко и заявляйте, что происходит похищение ребенка. Просите о помощи. Незамедлительно обращайтесь в полицию сами или попросите другого человека, который находится рядом с вами, сделать это. По возможности следуйте за похитителем и не упускайте его из вида. Снимайте все происходящее на камеру телефона. Если после вмешательства предполагаемый преступник пытается убежать, бросая ребенка, не нужно его догонять. Стоит остаться с ребенком, так ребенок будет в безопасности. Если вы понимаете, что вы сами или вместе с другими людьми можете физически
задержать похитителя ребенка, то постарайтесь это сделать. Вы имеете на это законное право в порядке гражданского задержания для доставления преступника в полицию. При этом вы можете применять физическую силу, но так, чтобы не превысить меры, необходимые для задержания лица, то есть не причинить умышленно тяжкий вред. В случае, если вы видите, что ребенка затаскивают в машину и не можете это никак предотвратить, то фиксируйте данные автомобиля, в том числе на камеру. Зафиксируйте цвет, марку, модель, регистрационный номер, а также сколько людей находится в автомобиле. И по возможности рассмотрите их пол. Далее. Нужно быть особенно бдительным и внимательным по отношению к детям, которые находятся рядом при катаклизмах, бедствиях, военных конфликтах. Если вы знаете, что соседские дети остались без присмотра взрослых, позаботьтесь о них и не оставляйте их одних. Помните, что такие дети часто становятся жертвами преступников. Приведенная информация далеко не исчерпывающая, но она может помочь вам сориентироваться в экстренной ситуации. Люди должны быть проинформированы о масштабе этой проблемы и понимать, как действовать. Предупрежден, значит вооружен. В большинстве случаев, когда мы становимся свидетелями похищения детей или других нестандартных ситуаций, но бездействуем или проходим мимо, это даже не безразличие, а банальное незнание, как себя вести. Причиной бездействия также является то, что мы боимся за свою жизнь или здоровье, а зачастую и просто не хотим нарушать свой привычный уклад жизни. Парадокс заключается в том, что когда ребенок исчезает, очень легко собираются поисковые отряды из 1000, а то и 2000 людей, которые идут прочесывать местность. Но тогда ты уже точно знаешь, что тебе ничего не угрожает, что если и был похититель, то он уже давно скрылся. И мы прекрасно понимаем, что высока вероятность, что найдут уже труп, если вообще найдут. Идти искать все храбрые. А где были эти 1000 людей? Что они сделали, чтобы ребенок не исчез, чтобы его не украли? Проще не допустить того, чтобы ребенок исчез, чем потом его искать. Как показывает практика, если ребенок был украден злонамеренно, а не случайно потерялся или ушел из дома по личным мотивам, то через сутки найти его уже это на грани фантастики. За сутки ребенка можно увезти в другую страну, и ты его уже не найдешь. Хотела бы акцентировать ваше внимание на то, что мы не должны перекладывать ответственность на полицейских или другие какие-то организации. Мы сами должны принимать активное участие в предотвращении такого рода преступлений, то есть связанных с похищением детей. Знайте, когда вы видите на улице ребенка, который нуждается в помощи, и вы проходите мимо, опускаете глаза и пытаетесь поскорее чем-то отвлечься своими проблемами, придумываете себе оправдание, что у вас куча дел, нет времени остановиться и помочь, или вы думаете, что у вас тоже есть семья, и если вы сейчас вмешаетесь, то вы можете пострадать, то знайте, если вы проходите мимо и бездействуете, значит, вы причастны к тому, что потом сделают с этим ребенком. Какие бы отговорки вы себе не придумывали. Ваше неверие, ваша пассивность, ваше нежелание видеть проблему, отрицание существования такой проблемы в обществе может стоить жизни многим детям, возможно, и вашим собственным тоже. По статистике, в Европе каждые 2 минуты поступает сообщение о пропаже ребенка. Посчитайте, сколько детей кто-то увез в неизвестном направлении, пока вы смотрели это видео. Мы даже представить не можем себе,
что прямо сейчас какой-то урод делает с чьим-то ребенком, пока его мать пытается его найти. Мы живем каждый в своем мирке. Солнце светит, погода прекрасна, и нам кажется, что в этом мире не может происходить таких страшных вещей. Но именно в это время кто-то ворует ребенка прямо из коляски. И, возможно, даже в соседнем с вами здании. Кто-то зверски мучает младенца. Поэтому все, что мы можем сделать, это не допустить самого факта кражи детей. Быть бдительными, понимать, что чужих детей нет.